Чем больше я изучаю историю, тем больше убеждаюсь в том, что ультракороткая история является более правильной, более адекватной системой отражения исторических событий. Так вот, что интересно, почему Сталин стал руководителем Ковчега? Потому что в то время бытовала гипотеза религиозная, что Ноев ковчег пристал к горам Кавказа. И в горах Кавказа искали этот самый ковчег. Кто интересуется этой темой, сразу вспомнит, что недавно совершенно, пару-тройку лет, нашли в Чечне ковчег, тот самый, из которого кормчем вышел Сталин. И тот, кто не знает, не в курсе, может быть, я напомню, что название чеченцев Нохчи – это обозначает буквально «дети Ноя». Нохчи. И они у себя нашли как раз этот свеженький ковчег. И как раз с тех территорий происходит тот самый Сталин, у которого девичья фамилия Джугашвили. Когда Ной в Библии плыл после потопа, он выпускал своего голубя, чтобы тот нашел для него место на земле, которое сухое и к которому можно пристать, чтобы сделать свой новый мир. Но это примерно то же самое, как в русской сказке о царе Салтане, когда плыл царевич в бочке, и вот на берег крутой вынесла эту бочку, и там его встретила царевна-лебедь. А в библейской сказке царевну-лебедь заменили тем самым голубем, Колумбом, как называется он по латыни. Так вот и получается, что Ега – это мать вот этого царевича, она искала себе в библейском варианте где-то место пристанища, а в средние века местом пристанища единственной горой Меру, к которой можно было пристать, потому что она единственная была не под водой, это была гора центра Земли. И в средние века центром Земли считались горы Кавказа. Вот отсюда вся